Доброго дня, уважаемые подписчики. Снова с вами вновь Юлиан. Я хочу сейчас вам рассказать повторно. Почему повторно? Потому что не перестаю восхищаться своим ружьем, итальянским ружьем Бенелли Рафаэлло Крио, которое я имею с 2007 года. Очень много что можно бесконечно про него рассказывать. Ружье очень легкое само по себе. Очень легкое ружье. Люблю это ружье, поскольку оно меня ни разу не подводило. Я в нем ничего не менял. С 2007 года ничего не менял, кроме приклада. Приклады, как вы знаете, являются нашим детищем. Но я перед тем, как рассказать про приклад, хотел рассказать про ружье, что у ружья очень отличный бой. Разве что он бы мог уступить такому ружью, как МЦ-2712. Но почему я не владею МЦ-2712? Потому что так заладилось, что я взял это ружье и довольно бью дичь близкого расстояния, там 40, с 50, 60 метров я могу стрелять по гусю. Вот сюда я прикручиваю насадку, дульное сужение около 10 сантиметров, которое практически бьет кнутом на расстояние 50 метров и увеличивает резкость боя. Закручиваю сюда. Здесь короткие стволы. Ружье эксплуатирую бережно, хоть я охочусь в основном в лодке. Сами понимаете, там какие могут быть условия. В лодке там все вот так вот. В ненастье. И ружье показывает себя очень хорошо тем, что оно неприхотливое, быстро, легко разбирается. Не буду сейчас его разбирать полностью. Чистится. Инерционная система. Полностью все работоспособное. Износа практически никакого нет. Даже несмотря на то, что мы стреляем немало. Бывает в охотничьих каких-нибудь соревнованиях. На охоте стреляем. И ружье, можно сказать, просто сказка. Сказка. Очень оно мне прикладисто. Давайте продемонстрирую. Мы разрабатываем такие приклады. Здесь в этом прикладе очень много заимствованных слов нашими опытными охотниками, ложевщиками. Заимствованы, взяты слова, такие как, например, от человека, такие как носок, нос, затыльник. Затем у нас идет шейка. Такие термины мы используем, чтобы можно было передавать идеи. Приклад я сделал под себя. Я стреляю первой фалангой. Мне очень удобно. Пистолет выведен по моей фаланге, по моему фалангу пальца. У людей бывают длинные пальцы. И это будет полупистолет. У меня нету никаких зазоров. Я полностью его обхватываю. Благодаря этой рукоятке я могу практически без напряга держать. Благодаря пистолету могу держать ружье. Видите, спокойно держу ружье. Здесь нет такого теста, чтобы я держал его целый час или 3 минуты. Конечно, оно очень легкое за счет этой рукояти. Видите, с пальца все это началось. И здесь пистолет выведен по моей руке, по моему пальцу. Очень удобный. Высота гребня, пич. Видите, кончики стволов у нас повернуты, на час. Такой небольшой Монте-Карло. Полная симметрия. Так, чтобы, часть заднего приклада я называю лопатой.
не то, что лопата там, да, тоже заимствовано такое слово, а лопата тоже вот полностью симметричная, длина выведена под меня. Я хочу сейчас вам продемонстрировать скидку. Вот, очень легкое ружье. Вот, практически. Вот, видите? Вот, я могу стрелять. Шея у меня не сильно не загибается практически. Вот, я стою сам с между собой. Вот. Давайте по зайцу. По гусю. Вкладка микро. Вот. То есть у меня чуть-чуть. Чук. 1 сантиметр практически накреняется, да? Накреняется и маленькая вкладочка. Да? То есть я не держу руки так. Держу в естественном положении. Ружье разряжено. Вот в сторону. Бам. Вот сейчас на этот глаз открытый. Вот я могу стрелять. Вот. Задача, чтобы не было никакого усилия. Смотрим, полностью ли прижимается часть затыльника в плечо. Вот как вы видите, она стоит ровно у меня в этой косой линии. Вот. Вот. И тем самым у меня нету никакого напряжения. Вот. Задача убрать напряжение. Конечно, мне не стерпелось, хоть я и сделал его полностью регулируемый. Здесь не требуется никаких подгонок, хоть я и как спортингист замороченный на всех этих регулировках, калибровках, подгонках, поддомкратить там глаз где-то что-то не пришлось. Вот взял, разработал себе такой приклад. Вот, ребята, обычная деревяшка. Тесто, я так называю, да? Немножко с пафосом назову. Тесто, которое увеличивается или уменьшается. Ну, в данном случае, когда дрожь, да, дрожжи, когда даешь, тесто же увеличивается. В основном приклады заводские, они бывают маленькие, крохотные. Вот. 4 пальцами. Хвац. Хвац. И вот он полностью рассчитан. Вот, сделан на Бенелли. Под меня. Здесь нету овального отверстия под шайбу и просто гаечку. Закручивается все это добро и погнали. Вот микронасечка. Вот. Здесь есть такой один плюс, ребята, в том, что вот видите, вот тут горизонт. Необходимо, чтобы он желательно не косо, а практически по 90 градусов. Это делается затыльником, и в главную очередь, ребята, вот этим погибом, чтобы немножко было вот так повернуто. То есть рукоятка, чтобы была... Представляете, это мы берем, допустим, если заготовку, там на 65, да, бывает и на 70. И представляете, для того, чтобы выгнуть рукоятку, нужно полностью вот это мясо тела, все с доски слезать. Для того, чтобы вот эта вот часть немножко была повернута. Ну, я лучше буду говорить не градусом, а понятно словами, на 5 часов. Бац, вот так вот. И у нас получилось что, ребята? Вот, допустим, ружье разряжено. Вот, если вы видите, вот, то есть рукоятка у него уже повернута. Вот наш бренд, кстати, название бренда. Вот. Рукоятка уже повернутая в сторону и очень удобно. Вот. Бам. Бам.
Бам. Вижу мишень. Бам. Бам. Очень удобно. Полиуретановая резина такая, нами разработанная. Мягкая. Очень хорошая, комфортная. Это не как калоша резиновая. Бывают такие резиновые, тяжелые. Ну, взято тоже с элементов спортинга. А спортинговые ребята, это дисциплина, где стреляют, тарелки летают везде хаотично. Вот, они летают и напоминают, ну, 100% охоту. И что спортинг, что охота, ну, я сказал бы так, что если даже иногда, ну, мы ездим весна, там, осень, а летом что делать? Ну, не поедешь там на утят или куда-нибудь. Съездил на стенд, обнулился, пострелял, и вот тебе и охота. То же самое, те же утки, та же динамика, вообще стрельба, запах пороха. И оттуда все, как говорится, берется. Вот, очень хорошее ружье, ребята. Не знаю, не перестаю им восхищаться. Легкое, хорошее, маневренное. И ну, благодаря вот самой главной части стрельбы является основа, это приклад. Все знаете, что Людвиг Крюков говорил, да, Людвиг Крюков это немецкий инженер оружия, династия ихняя, что ружье стреляет, а именно приклад попадает. Ну, кто говорит, ружье стреляет, ложа попадает, кто говорит, ложа стреляет, ой, ружье стреляет, приклад попадает. И я с ним полностью согласен, с этим концептом, что обязательно человек должен остаться с самим собой. То есть, если ему приклад не подходит, то у нас ноп дроби уходит куда-то вообще ввысь и не приходит по адресу. Не приходит по адресу. Куда-то вверх, куда-то в бок, куда-то вообще. То есть человек не получает удовольствия от стрельбы. Я в первое время, когда стрелял, заработал себе хондроз, стрелял при операции, это итальянское оружие, там приклад был вообще не тот. Я даже не понимал этого. Хоть и мы охотники, но потом я начал смотреть стрелков, топов наблюдать. И был один такой стрелок, его звали Ричард Фолтс. Он есть, он там олимпийский чемпион. И представляете, мне так понравился один кадр, когда он стрелял с какого-то ружья типа Гуарини, или как-то там Цезарь Гуарини, или такое какое-то ружье. И знаете, что он сделал? Он сказал, дай пол, да, по-ихнему. Мишень полетела. И я такой думаю, что произошло? Пауза, отматывая назад, смотрю, дым выходит, никаких кивков. Отмотал заново плей. И что, ребята, ближе, увеличиваю. Получается у нее так. Все. Вот с этого и у меня начался идти этот образ. Каким образом он стрельнул? Какая-то у него была пороховая навеска маленькая. Там, я не знаю, что-то он держит, может быть, сильно цевье. Но проанализировав это все, я понял, что, оказывается, у него был выверенный приклад. Действительно, длина была правильная, высота гребня. Все было настолько четко, идеальным и простым рабочим тестом, как я говорил, да, рабочим тестом. Просто, да, деревяшка выверенная, что просто стрелял. Просто вообще кайфово. Ты смотришь просто и настолько он мягко нажимает на курок. Я сегодня, например, честно признаться, сам не нажимаю мягко на курок, но бывает иногда, когда тренируюсь, прихожу в хорошем состоянии на стенд, все прямо четко, состояние такое кайфовое, и мишени все прям бьются в хлам, начинают дыметь. И в этот момент, оказывается, у меня такое состояние, что я просто нажимаю мягко на курок. Я уже понимаю, что мне только нужно нажимать мягко на курок. Мишень летит, я говорю, дай, бац, и все. И нажимаю мягко на курок. Мягко на курок. Мягко на курок. И мишени все просто пропадают. Вот в данный момент, ребята, еще раз. Приклад нашего производства, пожалуйста, заказывайте не обязательно на итальянские оружия, любые ваши оружия. И я надеюсь, это видео было чем-то полезным. До скорых встреч.
ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. До скорой встречи.